Без главной своей святыни мог остаться Александро-Невский монастырь в Маргаушском районе Чувашии, если бы не полицейские. Оперативникам потребовалось всего лишь сутки, чтобы с Божьей помощью задержать подозреваемых в краже из храма и, главное, изъять похищенные иконы, причем некоторые буквально из-под земли. Подробнее Ольга Павлова. Первые пока еще робкие шаги злоумышленника в опустевшем храме Александро-Невского монастыря в Маргаушском районе. В закрытый на ночь собор он проник, разбив окно. Вскоре неизвестный начинает перемещаться от алтаря до притвора гораздо увереннее. По одной выносит иконы, прямо здесь же варварски выламывая их из деревянных киотов. Уносит самые ценные – Крещение Господне, великомучеников Георгия Победоносца и Дмитрия Солунского, целителя Пантелеймона, Господа Вседержителя с предстоящими и главный образ обители – икону благоверного князя Александра Невского с частицей мощей. В первые же часы расследования становится ясно – эти лики преступники выбрали заранее. В ходе просмотра видеозаписи наблюдения был установлен один подозрительный мужчина, который заблаговременно за несколько дней до совершения кражи приходил в храм, зашел и по видео видно, как стал снимать на телефон иконы именно те, которые были похищены. Сквозь проливной дождь незваный гость донес образа до ближайшего населенного пункта, откуда вместе с предполагаемым сообщником уехал на машине такси. И последующим уже по нашим базам потока установили, что автомобиль у нас выехал с республики в направлении Нижегородской области, в последующем въехал в Владимирскую область. Не успели подозреваемые добраться до родных мест, туда прибыли и оперативники. Двое фигурантов были задержаны в разных городах Владимирской области. При обыске были изъяты 3 иконы, каждую из которых задержанные рассчитывали продать по 2000 евро. Остальные они просто выбросили по пути, посчитав не представляющими ценности. Просто чудо, что лики, извлеченные полицейскими из дорожного водоотвода в Владимирской области и заброшенной автозаправочной станции под Нижним Новгородом, не пострадали. Человек, который без веры, от него можно все, что угодно ожидать. Ранее жители Владимирской области неоднократно были судимы, в том числе за кражи предметов религиозного культа. Для них святыни не более чем любая другая вещь, за которую можно выручить деньги. Решил присмотреть, где можно что-то украсть, для того, чтобы нужна была крупная сумма денег. Иконы, это же не Бог. Бог, он в душе. Если человек верит в Бога, то он в душе у человека. Он не в церкви, он не где-то. Оба подозреваемых арестованы по решению суда на время расследования. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время назначен и проводится ряд экспертиз. Для служителей же храма с более чем вековой историей все иконы и без заключения экспертизы святы и ценны. Здесь с нетерпением ждут их возвращения в обитель. Для меня, конечно, неожиданно было, что так быстро они найдут. Поэтому я вас очень благодарна, конечно. Это значит, что у нас полиция хорошо работает.